третьей части передачи мы поговорим с вице-спикером Народного собрания Александром Тарнавским о письме Народного собрания в адрес президента посодействовать в том, чтобы региональная больница на юге была открыта в Камрате. Итак, друзья, мы вернулись. У нас на связи третий гость. Предлагаю обсудить нашу третью тему. Она связана с тем, что Народное собрание направило в адрес президента письмо с просьбой посодействовать каким-то образом, чтобы региональная больница, которую планируют открыть в Кагуле, была открыта в Камрате, или чтобы в Камрате тоже открыли региональную больницу. Вот чего хотели добиться этим письмом депутата Народного собрания и Народного собрания в целом, мы поговорим с заместителем председателя Народного собрания Гагаузии Александром Григорьевичем Тарнавским. Александр Григорьевич, здравствуйте, слушатели в студии. Здравствуйте. Да, приносим свои решения. Александр Григорьевич, вот это письмо, которое вы адресовали президенту. Скажите, пожалуйста, чего вы хотите добиться этим обращением? Потому что вы этот же вопрос озвучивали и на встрече с президентом, где вы просили, задали вопрос, почему региональная больница открывается в Кагуле, а не открывается в Камрате. Президент парировал, вот видите, Европейский Союз не хотите, а больницу на деньги Европейского Союза хотите. И вот открытие этой региональной больницы, ваше предложение, означает ли оно, что вы предлагаете, чтобы больница была только в Камрате и не в Кагуле, или вы хотите, чтобы она была и в Камрате, и в Кагуле? Вот какова цель, скажем так? Да, здравствуйте, спасибо за возможность пообщаться. Немножко предыстории. 2 сентября у нас был визит президента страны в Гагаузию, и в принципе я рассчитывал на то, что это будет конструктивный диалог и будут заданы вопросы, которые беспокоят гагаузское сообщество, как политическое, так и социальное. Конечно, коллеги многие сделали акцент на политических вопросах, но учитывая, что у нас система избирательная такая, что каждый депутат представляет конкретных избирателей, люди ждут от нас решений не только политических, но и тех вопросов, которые их беспокоят каждый день. И по моему мнению, вопрос, связанный с здравоохранением, защитой здоровья, один из самых важных для каждого из нас, кто проживает в автономии. Поэтому, конечно, это не уровень президента, потому что у нас специфическая форма управления в стране, и больше все-таки это парламентская республика, где основную скрипку играет правительство, и это уровень взаимоотношений между правительством и исполнительным комитетом Гагаузии, решение таких вопросов. Но учитывая огромный дефицит общения у нас на официальных уровнях между Камратом и Кишиневым на уровне исполнительной власти, вот визитом президента мы постарались воспользоваться, чтобы максимально эффективно поднять те вопросы, которые беспокоят Гагаузию, в том числе и в социальном плане. Поэтому, вы помните, какой был контекст встречи, довольно эмоциональный, лимитированный по времени, поэтому вопрос, связанный с больницей, был задан практически в конце, когда уже градус общения был очень высоким, и, видимо, и президент уже была эмоциональная, и поэтому не получился нормальный вопрос-ответ, да, то есть дискуссия по этому вопросу. Но, как я и сказал, этот документ был письменно передан помощникам президента, которые присутствовали, а после этого уже был документально оформлен в виде письма от Народного собрания в адрес президента. Хочу сказать, что... Что-то не так? Закончите мысль, да, господин. Да. Хочу сказать, что это вопрос не новый. Мы его еще дискутировали на уровне рабочей группы, то есть платформы между Камратом и Кишиневым, между парламентом и Народным собранием. Но учитывая, что в последнее время, скажем так, работа на платформе рабочей группы приостановлена, да, фактически,
нам не получилось подискутировать этот вопрос на уровне Министерства здравоохранения, и поэтому вот воспользовались тем, что был визит президента. Что касается непосредственно нашего обращения, ну, наверное, мы выше чуть подробнее поговорим, но оно не подразумевает то, что мы против того, чтобы на юге Республики Молдова региональная больница была построена или открыта в Кагуле. Мы не возражаем против этого. Мы говорим о том, что в Гагаузии, где 3 районных больницы, Волконеште, Пчелуге и Камрате, есть возможность и с технической, и с медицинской точки зрения для открытия тоже региональной больницы, которая будет обслуживать население не только Гагаузии, но и тех районов, которые обслуживают и сегодня Юга Республики Молдова. Александр Григорьевич, но средства же ограничены, то есть она не может быть и в Камрате, и в Кагуле. То есть я просто... Вот разъясните этот вопрос, я, честно говоря, не до конца понимаю. То есть вы не против, чтобы она была в Кагуле, но при этом вы хотите, чтобы она была в Камрате. Вы видите ее и в Камрате, и в Кагуле, или каким-то образом разделение полномочий между Камратом и Кагулом? Как это вообще? Как видится это в Народном собрании? Ну, смотрите, Михаил, скажем так, информации об этом проекте довольно мало. Единственное, что мы знаем, что это будут европейские инвестиции. Не совсем понятно, это будут гранты или это будет кредитная история. И как только мы узнали об этой информации и учитывая ту инфраструктуру, которую имеет больница в Камрате, тот кадровый состав, который она имеет, и тот уровень инвестиций, который они научились привлекать в последнее время, мы посчитали нужным поднять проблему на уровне государства о том, чтобы они рассмотрели возможность открытия региональной больницы и в Гагаузии. Мы не против и не за того, что она будет в Кагуле. Это не наша компетенция, не наши полномочия. Да? Возможно, есть карта Республики Молдова с медицинской точки зрения, и это очень важно открытие на юге и в Кагуле, который обслуживает сегмент населения. Мы говорим о Гагаузии, о наших проблемах и о наших ожиданиях. Мы попросили госпожу президента, чтобы эту ситуацию изучили изнутри, и если можно, чтобы премьер-министр, министр здравоохранения, либо комиссия соответствующих специалистов выехала в территорию, изучила возможности, чтобы не получилось, что, как бывает иногда, вопросы, связанные с экономикой, социальным обеспечением, решались не с точки зрения необходимости, а с точки зрения политики и взаимоотношений Камрата и Кишинева. Вот чтобы тут этого не случилось. Потому что мы считаем, что у нас есть все условия для того, чтобы региональный лечебный центр общей медицины был именно в Гагаузии. Ну вот вы говорите про все условия. Вот вы уверены в том, что в Гагаузии есть потенциал, то есть администрирование этой больницы, достаточно людей, достаточно специалистов, тут же языковой фактор. То есть если это будет региональная больница, то я предполагаю, что речь идет о том, чтобы она обслуживала людей со всего юга. Да. То с того же Кагула, с того же Кантемира, с того же Лева. Гагаузия русскоязычный регион, где вы найдете специалистов, да, то есть если будут какие-то специалисты, то они не будут говорить либо по-русски, либо они не будут говорить по-румынски, как это вообще вы видите? Да, спасибо за вопрос. Конечно, я как депутат, еще не имея профессионального образования в медицине, не имею особых познаний в этой области, но перед тем, как поднимать такого рода вопросы, специально консультировался с медицинским персоналом, с администрацией нашего лечебного заведения. Дело в том, что Камрат 6-е место в рейтинге районных больниц республики занимает и постоянно вот в этом своеобразном хит-параде растет. Этому способствует много факторов, но прежде всего последние турецкие инвестиции, которые вот помогли построить этот крупный центр диагностический. И самое главное, более 60 докторов есть на уровне Камратской районной больницы. И сегодня, по факту, Камратская районная больница обслуживает даже пациентов с Кагула, с Лева, с Бессарабки, с Кантемира, Чемишли, Таракли. То есть, по факту, это уже обслуживание идет. Языкового барьера здесь нет, потому что медицинские работники заканчивают медицинский институт Медсану, и они получают профессиональное образование на государственном языке. Поэтому каждый год на 3-4 молодых специалиста поступают на работу в районную больницу Камрат, и мы уже обладаем оборудованием, которое является одним из самых лучших в Республике Молдова, благодаря в основном европейским и турецким инвестициям. То есть база, инфраструктура создана.
Важно вот сейчас, чтобы Министерство здравоохранения в стратегию развития региональных больниц рассмотрело возможность включения и Камрата. Ну вот все же хотелось бы вас спросить, вот тот же вопрос адресовать, который адресовал президент. А вот не видите ли вы противоречия в позиции Гагаузии, в частности Народного собрания, по вопросу европейской интеграции и желанием получать, ну, иметь в Камрате больницу на деньги Европейского Союза? Вот. Хороший вопрос. Вы знаете, действительно в Гагаузии не модно говорить об Европе, об европейских инвестициях, потому что с точки зрения электоральной, для тех людей, которые избираются, выгоднее говорить о том, что Европейский Союз это нехорошо, что официальный Кишинев это нехорошо, и это больше близко людям, которые проживают в Гагаузии. Но с определенной точки зрения, лично для себя я считаю это лицемерием, поэтому не позволяю себе таких вещей. Давно общественно занимаюсь написанием проектов инвестиционных и хочу честно признаться, что основные инвестиционные потоки того, что получается привлечь мне и моим друзьям по развитию Камрата и Гагаузии, это деньги внешних партнеров, прежде всего Европейского Союза и азиатских, там, если можно так назвать, Японию, да, если отнести. Все последние проекты крупные в Камрате, которые выиграны, больница, программа Кусунона, Япония, колледж Шикера, Мировой банк, детский сад номер 6, Польша, детский сад номер 5, Япония, улица Пушкина, Германия. То есть я могу перечислять, и все они в основном имеют инвестиционную составляющую от Европейского Союза. И мы, когда пишем проекты, мы никогда не смотрим, кто спонсор, кто донор, откуда инвестиции. Геополитика в этих вопросах, она не просто не нужна, она вредна. Это первое. Что касается ответа президента, я не буду как бы его критиковать. Я еще раз повторяю, встреча была эмоциональной, и, возможно, человек и устал, и испытывал определенный дискомфорт от того общения. Что касается помощи, во-первых, мы граждане, жители Гагаузии, это граждане единого государства, и когда правительство или парламент подписывают или ратифицируют международные соглашения о помощи, они должны прежде всего думать о гармоничном развитии всех территорий Республики Молдова, вне зависимости от того, как люди относятся к европейской интеграции, со скептицизмом или с поддержкой. Более того, я уверен, что европейский донор выделяет деньги своих налогоплательщиков, своих стран, никогда не задумывается о том, этим регионам помогать тем, которые поддерживают европейскую интеграцию Молдовы или нет, потому что это уже немножко не отвечает европейским ценностям в части того, что единство в многообразии, да, хотя бы в этом. Поэтому Не, ну не таком разнообразии и многообразии, господин Тарнавский. То есть, ну, я думаю, что европейские налогоплательщики, которые выделяют деньги на развитие Гагаузии, ну, как минимум не хотят слышать лозунги из Гагаузии, там, Гейропа или что-нибудь такое. Как бы, я думаю, здесь тоже есть такой составляющий момент. Да, еще раз, как бы есть такая составляющая, извините, да. Не буду комментировать тех, кто эти высказывания высказывает, но хочу сказать, ну, что их много, и в том числе в Народном собрании, вы же не можете это отрицать. Да, я в этом просто искренне уверен, что европейский налогоплательщик, помогая Республике Молдова, например, помогая там, матери, которая ложит больного ребенка, например, если она из Буджака в больницу, его меньше всего европейского налогоплательщика беспокоит, мама больного ребенка является сторонником евроинтеграции или нет. То есть надо эти вещи разделять. То, что хорошо, и то, что оказывается помощь, и то, что предоставляется инвестиционная поддержка, и часто это все на уровне конкурсов, это очень позитивно и, в принципе, является, наверное, практически единственным моментом развития инфраструктуры публичной на уровне и Гагаузии, и страны. Мы, по последним данным, более 2,8 миллиарда долларов Республика Молдова получила внешней помощи вот за совокупный период. Но это очень серьезные деньги, больше 50 миллиардов леев. И, конечно, основная составляющая это средства Европейского Союза. И говорить о том, что это плохо и о том, что это неправильно,
По крайней мере, это какие-то Ну и в цели. то же время мы же не можем отрицать тот факт, что Европейский Союз как бы не обделяет вниманием Гагаузию. Это не только те 14 миллионов, что были непосредственно на Гагаузию в период с 2016 по 2019 год. Но, к примеру, сейчас строится дорога объездная вокруг Камарата, тоже на деньги Европейского Союза. Это кредит, правда, да, насколько я понимаю, Европейский банк реконструкции и развития. И трасса М3, участок Камрат-Джуджулеште, тоже практически проходит через, ну, там, основную часть Гагаузии. То есть мы не можем говорить, что мы обделены вниманием Европейского Союза. Или вы считаете Нет, иначе? я об этом и не говорю. Я просто сказал о том, что вне зависимости от того, как население, граждане Гагаузии относятся к европейской интеграции, мы являемся частью этой страны. Наши жители формируют ВВП этой страны, платят налоги и тоже имеют право на качественное медицинское обслуживание, на качественные дороги и на качественные публичные услуги. Поэтому если наша страна получает внешнюю помощь, Гагаузия, вне зависимости от того, как считает население Гагаузии, правильно или неправильно внешнеполитические устремления нашей страны, в любом случае эта территория, эти люди имеют право на то, чтобы получать инвестиции и помощь для развития. Александр Григорьевич, я с вами полностью согласен. Мне даже, честно говоря, нечего вам возразить по поводу того, что страна должна развиваться одинаково и гармонично, и как бы... Хотя я не согласен с тем, что это не вопрос геополитики, это вопрос геополитики, как бы мы тут к нему не относились. Но в то же самое время, вот я в прошлой передаче говорил с Георгием Георгиевичем Лейчу. Понимаете, здесь помимо чисто технического и финансового вопроса, и экономического, есть вопрос принципа, есть вопрос морали, если хотите. С одной стороны, мы просим, чтобы Европейский Союз нам выделил деньги на развитие. Мы говорим, что мы часть этой страны, и мы должны гармонично развиваться вместе с другой страной. И с другой стороны, в Народном собрании есть человек, в частности, советник спикера, ну, который открыто призывает к тому, чтобы Молдова лишилась своей независимости, суверенитета, призывает к войне в соседней стране. Ну и нецензурной бранью, грубо говоря, в интервью одному из российских журналистов говорит, что нужно бомбануть по Кишиневу ракетой. Нет ли в этом противоречия? Я, конечно, все понимаю, но у меня, честно говоря, возникает когнитивный диссонанс, когда я слышу такие вещи. Ну, смотрите, я не знаю... И вот еще один момент. И никто не осуждает такое поведение в Народном собрании. В то же самое время мы говорим, дайте нам денег, мы тоже граждане этой страны и так далее. Ну, говорить о желании и необходимости развиваться – это естественное и легитимное желание, но в то же самое время есть вопрос морали, принципа как бы. Мы же все христиане, да, ходим в церковь. Да, значит, я как депутат Народного собрания представляю коллегиальный, правомочный представительный орган автономии, который официально обратился в адрес президента, и на уровне руководства Народного собрания ни разу не прозвучало речей, которые каким-то образом оскорбили или унизили официальных представителей Европейского Союза или сами устремления внешнеполитические нашей страны. Высказывания специалистов, частных лиц, физических лиц, это не имеет никакого отношения к органу законодательной власти, которым является Народное собрание Гагаузии. Извините, что как бы не то чтобы настаиваю, да, но продолжаю задавать этот вопрос. А то, что господин Бургуджи высказывается, он является советником спикера, это не отражает позицию Народного собрания? Абсолютно нет. Нет. Окей, спасибо. Вот еще один такой, вот, кстати, да, это, по-моему, цитата, да, это в адрес госпожи Санду, да. Да, и, наверное, последний вопрос, господин Тарнавский, чисто технический. А вот вы обратились в этом письме к госпоже президенту, чтобы она, ну, как бы, там, поговорила с правительством. Но у нас есть член правительства в Гагаузии, Башкан Ирина Федоровна Влах. Было ли аналогичное обращение в адрес Ирины Федоровны Влах? Спасибо, Михаил, за вопрос. Конечно, вопрос об открытии региональной больницы – это вопрос взаимоотношений на профессиональном уровне между правительством и исполнительным комитетом Гагаузии, который возглавляет глава автономии, который является по праву членом правительства. К сожалению, взаимоотношения между исполнительным комитетом и правительством Республики Молдова лично я в последнее время не вижу конструктива. Больше, мне кажется, глава автономии занимается политикой, а не хозяйственной деятельностью по развитию гагаузской автономии, решением вот этих проблем, которые беспокоят наших граждан.
Поэтому, несмотря на то, что это не уровень депутатов Народного собрания в взаимоотношениях с президентом, да, поднятие таких вопросов, которые в своей природе являются чисто взаимоотношениями исполнительной власти, да, но тем не менее люди наши не виноваты в том, что на политическом уровне нет хорошего диалога и взаимоотношений. Поэтому мне кажется, ну, вы, наверное, заметили, что на встрече с президентом самым скучающим, наверное, участником этой встречи была глава Гагаузии, потому что, по моему мнению, наоборот, она глава автономии, она хозяйка этой территории, она могла быть модератором этой встречи, она могла задать самые главные вопросы, которые беспокоят жителей автономии, в том числе, безусловно, уровень медицинских услуг. Политики, депутаты могли говорить о конституционном закреплении полномочий Гагаузии, о статусе закона об особом правовом статусе Гагаузии, но лицом автономии является ее глава. И приехало лицо страны, президент. И мне кажется, вот эти личные взаимоотношения должны были уйти на какой-то 110-й план, и нужно было набраться энергии от наших жителей, чтобы задать президенту те вопросы, которые беспокоят. А, к сожалению, мне кажется, глава автономии как-то абстрагировалась от этого диалога, и поэтому вот такие вопросы, которые являются жизненно важными для наших людей, прежде всего, как мы говорим сегодня с вами о региональной больнице, они остаются без дискуссии на профессиональном уровне между правительством и между исполнительным комитетом. Это мое личное мнение. Александр Григорьевич, спасибо большое за то, что пришли к нам в эфир и ответили на наши вопросы, в том числе и на неудобные. Мы это очень ценим. Спасибо. Ждем вас еще. Да. Я вас ценю тоже за это. Да, да. Спасибо. До свидания. Программа